Социально-экономический кризис и порожденные им многочисленные проблемы негативно сказались прежде всего на социальном положении и социализации подрастающего поколения. Среди проблем детского неблагополучия одна из наиболее значительных – безнадзорность несовершеннолетних, защита их прав, реабилитация и адаптация к жизни детей, отторгнутых семьей, школой и другими социальными институтами. Безнадзорность детей и подростков – социальный фактор, игнорировать который опасно для общества в целом. В современных условиях ситуация с детской безнадзорностью стала одной из главных проблем детства. Когда раньше уходила из дома, меня когда полиция искала, и я тогда познакомился с Галиной. А почему ты из дома уходил? Потому что бабушка иногда выпивала и выгоняла меня. Угу. А мама твоя где? Мама в Москве, она сегодня приезжает. Надеешься, что приедет, да, обещала? Обещала свою. Вот. А когда ты уходил из дома, ты где обычно? Ночевал? Что кушал? В Бринц у друга. У друга был? Чужой человек, как он его считает другом? Он тебе чужой, Коль, не родственник. Вы раньше друг друга не знали, да? Я там работал с коровами. Ты пас коров. А на какие ты говоришь, что ты приезжаешь сюда, откуда ты деньги берешь? Бабушка дает. Бабушка дает. И ты не хочешь с бабушкой находиться? Нет. А почему? Потому что она меня выгоняет. Одна из форм решения проблемы детской безнадзорности – работа Бюро защиты детей инспекториата полиции, большое место в работе которого занимает профилактика правонарушений, нравственное воспитание оступившихся подростков, поддержка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Таких детей у нас очень много. Вот в основном в последнее время многие случаи у нас сталкиваемся с такими детьми, которые родители уезжают, оставляя детей на попечение своих бабушек, которые уже в престарелом возрасте и не в состоянии просто уследить за своим ребенком. Вот такой случай, как у нас был в воскресенье, на понедельник позвонили, одна бабушка, оставили ребенка одной бабушке, оказалось, что он не дошел до другой бабушки. В этом возрасте дети нуждаются в помощи психологической. Дети хотят поделиться. Особенно детям, которые 16-17 лет. У меня есть мальчик с Чок-Майдана. Он говорит: Галина Васильевна, мне просто хочется поговорить. С кем поговорить? С деду, которому она меня оставила 80 лет. Деду и 2 операции перенес сейчас на данный момент. Мне просто хочется. Дети ищут общение и внимание. Вот хотелось бы затронуть эту тему, чтобы родители, которые уехали, может, они увидят эту информацию от вас с прессы и призадумаются, и будут приезжать чаще, чтобы увидеть, как живут их дети, чем живут, как они обучаются, какая помощь им нужна. К инспекторам Бюро защиты детей предъявляются повышенные требования, что вызвано характером повседневной кропотливой работы с детьми и подростками группы риска, требующей необходимых знаний, особенностей развития детской психологии, умения общения с ними, высокой культуры, постоянного совершенствования своих юридических и педагогических знаний.